Да, всем здорово, ребят. Сегодня у нас на бруде каточка была. 15 минут играли мы. Буквально вот рейтинг здесь 1004-5. Сейчас по базе пройдусь, как вообще на 3 пост бруде сейчас играть. Да, в принципе, патч очень сильно бафнул эту бруду. Бафнул первый скилл, то есть шард ее. Добавил такую тему, то что у нас иллюзии теперь по паутинки гоняют, как бруда сама, да. Ну и третий скилл тоже бафнули. И там я посмотрел, там очень сильно бафнули много талантов разных. Поэтому бруда сейчас, наверное, топ-1 вообще герои на 2 поз. То есть на миде, на тройке, то есть очень хорошо смотрится. На керри тоже, я думаю, можно на ней играть. То есть в целом бруда такая супер сильная. Так, ну, что тут? Мы начинаем, значит, просто с как обычно, да, ставим паутинку, идем на руну. В принципе, нас здесь не убить. Спокойно забираем за счет паутинок и все. По закупу я сейчас сделаю просто закуп, то есть выхожу во врейсбенд, если особо линия не спамящая, да, там. То есть у меня стоит Верка и Урса, но стики я здесь не хочу покупать, потому что, ну, зачем мне стики? Они особо не спамят, а так вместо стиков я могу лишние статы купить, те же самые, и будет все хорошо. Выхожу в фаст тапок, то есть не покупаю никаких врейсбендов, стиков не докупаю. Против Урсы фаст тапок выхожу. Быть мобильнее, лучше катить Урсу. То есть, ну, тут, я думаю, все понятно. Все, в принципе, паутинки ставим, стоим, харасимся. Добиваем крипов, самое главное, да, то есть... Даже если вам не дают добить крипов, хотя бы получайте с них экспо. Бывают очень трудные линии на бруде. Самое трудное, наверное, это лайнинг правильно стоять хорошо. То есть бывает очень много линий, по типу против Сайленсера я недавно стоял. Такая очень терпильная линия, где надо просто ждать 6-й левел паучков. С паучками уже можно камбэкать начинать. Можно киллы делать с паучками. До паучков надо очень аккуратно играть, и вы не сможете с ними иначе киллы делать. Потому что если вы на линии нафидите пару раз, то будет очень уже тяжело как-то камбэкнуть в игру. Главное по XP не проседать особо сильно. Урса миссанул здесь. Тут сейчас First Blood будет. Урса загулял. Не знаю, 1004-5 ПТС вроде не прям такие ботики должны играть, но здесь прям парни загуляли за Гримстрохом. Открываю я ФБ, покупаю сразу себе ботиночек и стики довожу. Сейчас довезу потом в рейсбендик, япну стики сразу. Далее собираем ПТшку, да, не покупаем мы сразу сауринг. Зачем нам сауринг? Правильно. Что пока шестого нету, сауринга не нужен. Покупаем ПТшку просто. Здесь у меня парни, в принципе, в боте тоже там гирокоптер Висп, очень сильная связка. Мы просто игру закончим за 15 минут. Я вам просто хочу показать лайнинг, да, и что дальше делать. В принципе, игра очень легкая получилась. Ничего в этом трудного нет. Как на бруде не теряться, как вообще двигаться по мапе, это все нужно учиться и смотреть. Где смотреть, где учиться? Можете на моих стримах, да, которые я провожу на Твиче. Ссылочку я в описании оставлю на стримы. Пока нет конкретного графика, когда я стримлю, но если подпишетесь, будет приходить уведомление. Так что не пропускайте, играю там на 3-й позиции. Вообще почти не лузаю катки. Ну, не играю на мэне пока что. Пока нету возможности на мейн зайти. Так бы на мэне играл. Играю там на 6, на 7, на 3000 ПТС. То есть вот так вот играю пока. Пока привыкаю вообще к доте самой.
Патч изучаю, новый читаю. Тому вот так. Вот потихоньку фармим, качаемся, да, то есть левел ждем особо не агрессируем, ловим только на ошибках. Вот Урса ошибся, да, прохарасили чуть. Вот подошел хрипом, опять куснул. Чуть, тут я чуть-чуть забоялся по тауэр идти, ну там вдруг уж сопрыгнуло бы. А так неплохо здесь я вот глиф поджал под крипа как раз. Сейчас здесь Урсу я убил как раз. Все, то есть здесь просто на скилле нужно чувствовать, да, как убивать, как вообще двигаться. Тут я глиф использовал, чтобы убить героя. Сейчас скоро будет ПТшка уже. Скоро будет 6-й. И уже начнется там Рубелова, да? Пять постверка, конечно, нет, не самый лучший саппорт. Мне в этом плане немного повезло. Но в принципе нормально. Пока Урсу я убить никак не могу, да, опять же, только на ошибках надо ловить их. Он, например, Верка чуть загуляла, ошибка, вот. Могла не умирать. Но обычно вот, то есть это тоже нужно видеть, когда вот enemy char загулял куда-то, да, далеко. Это все очень так хорошо видно бывает, когда уже знаешь все. Да. Сейчас скоро будет Soul Ring уже. И как раз вот под Soul Ring, да, по М6. Это в идеальном тайминге, конечно. Если не успеваете купить Soul Ring до 6 уровня, берите просто обычный ботинок коричневый, да, и не апая в Power Threads, просто Soul Ring, если у вас уже 6 подспевает. Потому что без Soul Ring будет очень тяжко по мане вообще. Очень сильно вам будет ее не хватать. Тут я уже не боюсь, тут у меня уже ПТ, в рейсбенд, ринг, то есть я могу даже в Урсу побежать, вон, как я и делаю, и харасить ее спокойно. А сейчас просто мы ждем, получается, 6 уровень, да, АПМ паучков, и уже сразу мы начинаем прешурить Урсу с Веркой, либо Тавер, если они уходят. Здесь драфт очень хороший, да, то есть Урса или Верка никто не может паучков убить, поэтому там банально хватает 2 пачек пауков, чтобы там убить кого-то. Вот, то есть здесь я сразу начинаю уже шишек нейтральных убивать ради паучков чисто. Вторая пачка паучков, и вот сейчас уже можно давить по тавер спокойно, не боясь, да. Можно тавер просто запушить. Все, 6-й левел апнули, запушили тавер. Проблем вообще никаких нет. Может быть проблема, если бы кто-то тэпнулся, но я сильно сомневаюсь в этом, да. То есть на карту мы тоже смотрим. Смотрим там SF на медиа, ну SF что он придет сделает? Ничего не сделает нам, правильно. С бота тоже, ну что, придут, да, тоже ничего не сделают. То есть фридрафт здесь прям такой идеальная игра для бруды. Ну и все, дальше просто выходим в арчит, можно выходить, да, то есть если у вас все хорошо, вы хотите делать соло-фраги, можно выйти спокойно в арчит. Ни в чем себе не отказывать. Если фри-гейм, да, можно, если там, например, на медиа арчидозависимые чары какие-то у вражеских врагов стоят, по типу там квапы, штормада, каких-то паков, которых надо ловить. Можете тоже орчит покупать.
Можно играть просто через дэмэдж, то есть покупать не орчи, там манту, там бабочку, БКБ, то есть вот таким билдом играть. Тут я уже прям под тавер лезу, потому что, ну, фрикатка, потому что. Тут я тоже вот Ларго тэпнулся почему-то и сразу закономерно в таверну отправился. Ну и все уже, то есть сразу занимать в идеале вот территорию, когда вы не уверены, да, территорию занимать желательно со своими вардами, то есть покупайте там пару сентряков, пару апсов, ставите во вражеском лесу варды и все, спокойно стоите, качаетесь, то есть к вам никто не придет, вам ничего не мешает никто. Вот здесь я, кстати, мог убить СФ после ульта, но я что-то не захотел уже убивать его. На тот момент в игре что-то не захотел. Сейчас я видел то, что мог. Ну ладно, я вообще хотел просто у СФ ульту выбить банально даже. Тоже хороший плюс для команды, так сказать. Что СФ, ну, 100 секунд бесполезен становится. Это лучше, чем просто, например, не нападать на СФ из-за того, что у него ульта он все равно идет. Правильно? То есть напал, развел на ульту, все, ушел. Все, ты сделал импакт свой, который мог сделать, все. Да для меня что это стоит? Для меня ничего не стоило это. Все очень простенько. Все, также продолжаем. Никуда мы в бот или в мид особо не смещаемся. Да, можно в мид сместиться, Т1 снести. А после Т1 играйте уже на своей линии, старайтесь. Потому что, ну, здесь у вас паучки, здесь у вас паутина стоит уже разложенная. И варды желательно, чтобы у вас стояли. И все, вы продолжаете просто качать свою территорию, да, занимаете просто как паразиты вражеский лес и качаетесь. Бывают такие ситуации, когда enemy чары просто, то есть, собираются пятером и гоняются за вами повсюду просто. Но тогда в этом случае очень сильно варды помогают. Когда вы ставите варды, вы просто видите enemy чар, то, что они на вас все идут, вы просто уходите, и они просто время теряют, стоят рядом с вами и просто время теряют. То есть, вот такая история. Здесь убиваем мы спокойно Андерлорда, да. Арчит появился, вообще проблем не составило. Он чуть-чуть вышел он с базы, все, на нашу территорию. Все, инстатроп. То есть все очень просто, очень. Не знаю даже, как объяснять. Все супер просто. Возможно, у вас есть ошибки, которые вы сами не заметите. Можете ко мне обратиться, я вам всегда подскажу, как... Подскажу вам фишки, как вообще лучше играть вообще. Может, у вас есть ошибки какие-то в игре. То есть, в принципе, ничего сложного нету вообще. Спокойно играете и все. Что на тройке, да, что на двойке, что на, ну вот, на миде. То же самое почти. На миде единственное, у вас больше экспы раньше появляется, и вы там обязаны покупать орчи сразу. И просто там по лайнам бегать, убивать также. После линии своей. Ну и все, вот. Просто ходим, убиваем киллов и все. Ну и все. Пока Т2 в миде не спешу, вот пушить, да, можно покачаться, ему лучше покачаться пока. Т2 мы медленно бьем, все равно. Вместо Т2 лучше там пару фрагов найти, да, пару кемпов подкачать. Сейчас, если наши крипы подойдут, да, можно уже Т2 сносить начать. Вместе с командой под первым скиллом. Важно на бруде, да, не забывать качаться постоянно. Тоже важно, чтобы не отставать по нетворсу. Не проседать.
просто засноуболить так карту, то что враги уже не смогут камбэкнуть даже. Ну и все, под первым скиллом просто сносится у нас тавер. Вот тут аккуратно заходим, проверяем, пускают нас на ХГ или нет. Может там уже АФК вообще все стали давно. Потихоньку сносим. Если как-то, ну, не дают снести вам, не надо там пытаться до конца долбиться в Т3. Это пойдите, пофармите, заберите Рошана, то есть дофармите БКБшки, шмотки лишние. То есть вот это все, не надо вот сразу лезть на Т3, пушить Т3. Вот так вот, да. Почему-то у меня записался оверлей Дискорда, я так и не понял, почему. Очень странно, но я думаю, это вам никак не помешает, то есть здесь просто я хотел вам показать игру, и все. Супер простую, супер быструю. Так что вот так вот, ребят. Если хотите на бруде играть, сейчас самое время учиться на ней играть. Герой супер имбовый, патчи 7.40. И до этого он был очень хорош, а вот в патче 7.40 его еще бафнули, да, то есть... Если хотите, я еще больше видосов сниму, да, как на бруде играть. Можете ID свои оставить, своих игр на бруде в комментариях. Может быть, я какую-нибудь игру на разбор на ютубе, чтобы выложить, выберу. Уже вашу игру с разбором ваших ошибок. Так что дерзайте. Сейчас уже заканчиваем, в принципе. Сейчас уже тут все окей, все четенько. Парни уже АФК встали. Спасибо им за это. Время у нас 15 минут. Каточка заканчивается. Ну, такая быстренькая каточка, да, ничего такого сверхъестественного нет. 4000 ПТС, где-то здесь 5. Даже 5, нет, здесь 5000 ПТС, я посмотрел. Ну, вот так и вот все происходит. Ладно, всем спасибо за игру.